40% травм люди получают на улице, больше 80% падая в 2 шагах от собственного дома. Самый травмированный возраст от 50 лет и старше, самая опасная погода – резкие скачки от оттепели к холодам. Согласно статистическим данным, зимний травматизм дает до 15% заболеваемости с временной нетрудоспособностью и в 20% является причиной инвалидности. В это время преобладают ушибы, переломы костей, вывихи. Банальная спешка на улице как раз и приводит к подобным увечьям. Люди попросту не замечают наледи, припорошенной снегом. Наиболее часто в порядке убывания встречаются переломы лодыжек, ключицы, ушибы плечевой кости, переломы костей голени, повреждения коленных суставов. Самые серьезные причины падения – это травма головы и повреждение позвоночника при падении назад. Чтобы не пополнить печальную статистику вышеперечисленными травмами, необходимо не просто быть внимательными в непогоду, но и уметь, что называется, правильно падать. К примеру, хоккеисты, лыжники или фигуристы, чей спорт напрямую связан с внезапными падениями, прежде чем начать обучение, основным техническим элементом осваивают мастерство падения. Как же следует действовать, чтобы избежать серьезных травм, нам рассказала Ирина Егорова, тренер по фигурному катанию. Если мы падаем в сторону на бок, либо один, либо на другой, мы должны всегда успеть подставить ручки. Ручки спружинят при падении, не дадут всей массе тела полностью на плечо надавить, либо на бедро ребенка. Вставай. Самые опасные падения, которые могут произойти случайно на льду, когда торопятся, бегут дети, это падение назад и удар головы в затылочной части. Чтобы этого не произошло, если ребенок, или взрослый чувствует, что падает назад, нужно обязательно успеть прижать подбородок к груди. Прижимай. То есть, допустим, Айна падает назад, голова у нее прижата и не происходит удар о лед. При падении вперед, естественно, что тоже нужно беречь, в основном это коленки, чтобы не пришелся, упади на коленочки, чтобы не пришелся сильный удар, ножки лучше немножко в сторону развернуть и обязательно, опять же, подставить ручки. Основные падения на льду, они происходят в жизни неожиданно. Конечно, фигуристы, они более подготовленные. Мы ожидаем падения, так как выполняем сложные элементы. Самое главное на улице, если вы видите, что вы ходите на площадку, где есть лед, это не торопиться и не бегать. Шаги нужно делать не скользящие, как у нас любят дети, все время раскатывать свою обувь. То есть нужно спокойно идти и держать равновесие. Если все-таки при падении травмы избежать не удалось, необходимо оказать первую помощь. Она направлена на уменьшение кровоизлияния и снятие боли. Нужно наложить давящую повязку и охладить место ушиба. При переломе обязана фиксация сломанной конечности. Однако при любых полученных увечьях специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к врачам. Что же касается прогноза синоптиков, то до конца недели сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными осадками в виде снега, дождя, порывами ветра, оттепелью и внезапными заморозками, что повлечет за собой гололедицу. А потому внимательными нужно быть не только пешеходом, но и автомобилистом. Евдокия Титаренко, Ниасмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.